Рахмон направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпиню. В Таджикистане начал работу новый посол США. В Душанбе грузовик сбил 2 подростков на пешеходе, один из них скончался. Гурбангулы Бердымухамедов написал новую песню, возможно, для внука. Иран и Саудовская Аравия возобновляют дипломатические отношения. Президент Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпиню, в которой поздравил его с переизбранием на должность председателя Китайской Народной Республики. Ваше переизбрание на этот высший государственный пост является еще одним показателем признания вашего высокого авторитета и уважения в китайском обществе, а также единодушной поддержки вашего политического курса в стране, говорится в тексте телеграммы, который приводит пресс-служба президента. Президент Таджикистана отметил, что Китай – это ближайший сосед и надежный партнер на международной арене. Под вашим мудрым руководством, уверенно двигаясь вперед по магистрали социально-экономического развития, последовательно укрепляет свой международный авторитет и позицию. Рахмон выразил удовлетворение динамикой развития и расширения таджикско-китайского всестороннего стратегического партнерства, основанного на незыблемых традициях дружбы, добрососедства, взаимного уважения и доверия и созидательного взаимовыгодного сотрудничества. Таджикистан, повсеместно выступая за укрепление многоплановых отношений с вашей страной, считает продолжение активного межгосударственного диалога ключевым фактором успешного продвижения этого процесса. Уверен, что совместными усилиями, особенно в рамках предстоящих встреч и переговоров на высшем уровне, еще больше обогатим отношения сотрудничества двух стран новым практическим содержанием в соответствии с коренными интересами наших народов, написал Рахмон. Новый посол Соединенных Штатов Америки в Таджикистане Эммануэль Микалер-младший вручил свои верительные грамоты президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Как сообщает посольство США в Душанбе, в ходе встречи, которая состоялась 9 марта, после церемонии вручения верительных грамот, обе стороны обменялись мнениями об усилении и расширении уже крепкого двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Соединенными Штатами. Эммануэль Микалер-младший сменил на посту чрезвычайного и полномочного посла США в Таджикистане Джона Марка Помершайма, который был назначен главой американской дипмиссии в Душанбе в начале 2019 года. Эммануэль Микалер-младший ранее работал в посольстве США в Непале, Монголии, Марокко и в других странах. Последние годы занимал высокую должность в Госдепартаменте США. В Душанбе на 2 несовершеннолетних девочек был совершен наезд со стороны водителя грузовика Дула. Он сбил их прямо на пешеходном переходе, об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. Авария произошла 9 марта днем на перекрестке столичной улицы Зафар и проспекта Сомони. Водитель грузовика, 28-летний житель города Турсунзаде, Хуршет Якубов, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на 2 сестер Назаровых, 15-летнюю Хуснуро и 17-летнюю Фаризу, отмечается в сообщении. Пострадавших подростков в больницу доставил сам водитель грузовика. К сожалению, вскоре от полученных травм одна из них, Хуснуро Назарова, скончалась. По данному факту проводится проверка, отмечается в сообщении МВД. Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал песню в честь свадьбы своего внука Керем-Углы. Текст песни опубликован Госинформагентством ТДХ и правительственной газетой «Нейтральный Туркменистан», сообщает Туркмен-портал. Ее премьера состоялась сегодня на состоявшемся торжестве в честь Международного женского дня, сообщает Государственное информагентство. Ее исполнил заслуженный артист Туркменистана Давлет Аманлыков. О свадьбе 21-летнего Керем-Углы не было объявлено официально, но источники Turkmen.news еще 24 февраля сообщили о назначенном на 25 февраля празднике. Иран и Саудовская Аравия спустя 7 лет кризиса договорились о возобновлении дипломатических отношений и открытии посольства на взаимной основе. Как сообщает иранское гостелевидение, высокопоставленные чиновники службы безопасности Ирана и Саудовской Аравии пришли к согласию по вопросу нормализации отношений между Тегераном и Эр-Риядом. Договоренность достигнута в Пекине при посредничестве китайских официальных лиц, где 6 марта продолжились переговоры сторон.
Иран и Саудовская Аравия договорились о возобновлении дипломатических отношений и взаимном открытии посольств и председательстве в течение 2 месяцев, говорится в совместном заявлении представителей Ирана, Саудовской Аравии и КНР. Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран встретятся в ближайшее время для согласования деталей. Кризис в Ирано-саудовских отношениях разразился 2 января 2016 года, когда в Саудовскую Аравию по обвинению в терроризме казнили 47 человек, в том числе известного шиитского религиозного деятеля Нимра аль-Нимра. В ответ демонстранты в Иране подожгли посольство Саудовской Аравии и здание саудовского консульства в Мешхеде. Дипломатические отношения между двумя странами, которые без того были напряженными из-за кризиса в Йемене, начавшегося в марте 2015 года, были полностью прерваны.